Практически каждый из нас испытывает потребность в добрых делах. Мы готовы совершать и совершаем для кого-то бескорыстные поступки. Обычно это происходит спонтанно, но у спонтанной благотворительности есть обратная сторона. Она может быть вредной или абсолютно бессмысленной, если попытаться в этом разобраться. Хотя в большинстве своем любые добрые дела – это благо, которое доступно каждому. И людям важно знать и верить, что если они попросят помощи, то обязательно эту помощь получат. В чем же причина негативной окраски у спонтанной благотворительности? Во-первых, нами стараются манипулировать, причем абсолютно открыто. Такие сообщения, как «Срочно, животные умирают от голода», «Помогите, они замерзают», «Пока вы в тепле», «Нам нужна помощь», «Нам нечего есть». Конечно, такие заголовки привлекают внимание и добиваются нужного эффекта. Но по большому счету это все манипуляции, простые, неприкрытые и имеющие кратковременный эффект. В среде сотрудников некоммерческих организаций этому приему есть четкое название – токсичная благотворительность. Несомненно, это работает, но создает лишь временный эффект. В профессиональных кругах это давно считается сомнительными методами, которые стараются надавить на жалость или бьют по самому больному. Альтернативой таким сообщениям может стать позитивный посыл. Да, есть такая проблема. Да, она серьезная, но вместе мы сможем ее решить, и в наших силах помочь сообща. Можно предложить организовывать сборы небольших сумм, но на постоянной основе. При этом не забывать отчитаться перед благотворителями и поблагодарить каждого, кто принял участие. Во-вторых, всегда проверяйте информацию. Практически каждый из нас столкнулся с тем, что у знакомого нам человека мошенники взламывали страницу в социальных сетях и писали нам душещипательную историю о несчастье, которое случилось с ними или их близкими. Знакомая ситуация? Мошенники очень хорошие психологи и прекрасно знают, что не каждый станет звонить в таких ситуациях знакомым и выяснять, так ли это на самом деле. И такие ситуации оставляют осадок и формируют скептическое отношение к благотворительности в целом. С термином «умная благотворительность» я познакомилась 8 лет назад, когда, будучи корпоративным волонтером, я стала участницей благотворительного проекта Фонда «Семья для ребенка». И я с уверенностью могу сказать, что правильно иметь дело с профильными фондами, которые знают о благотворительности все и могут не только обучить, но и помочь организовать грамотную акцию по адресной помощи. Здесь гораздо больше вероятности, что деньги пойдут именно на то, на что было заявлено. И обо всем, что касается темы умной благотворительности, мы расскажем сегодня в нашей передаче про деньги. В последнее время в России все чаще можно услышать о таком тренде, как умная благотворительность. Компании активно внедряют концепцию корпоративной социальной ответственности в бизнес. Это не просто благотворительность ради благотворительности, а эффективное использование ресурсов, в первую очередь для решения социальных проблем. Умная благотворительность популяризирует грамотные пути решения проблем общества. Сегодня в нашей студии Надежда Моисеевна Наговицына, психолог и координатор фонда «Семья для ребенка». Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Да, и первый вопрос, который я хотела бы вам задать и попросить вас рассказать, это о том, как работает ваш фонд. Ведь вы первооткрыватели именно вот этого тренда умной благотворительности. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности. Фонду «Семья для ребенка» в прошлом году исполнилось ровно 10 лет. И могу сказать, что это действительно такой замечательный фонд, который за эти 10 лет действительно обрел в первую очередь такую репутацию, репутацию, авторитет среди других некоммерческих организаций, я считаю, потому что это организация, которая работает в социальной сфере, в сфере социальной защиты населения. У нас специализированная основная целевая группа — это выпускники детских домов и специальных коррекционных школ, интернатов для детей, сирот детей, оставшихся без попечения родителей. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и в связи с последними событиями, которые происходят у нас в стране, у нас в целевые группы тоже добавились, так скажем, и у нас сейчас мы также осуществляем адресную гуманитарную помощь. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, это семьи,
членов участников специальной военной операции. Это переселенцы, которые вынуждены были проживать сейчас в Российской Федерации. Помимо этого, фонд занимается реализацией различных программ, проектов, которые направлены прежде всего на социализацию, социальную адаптацию, профориентацию выпускников детских домов, в том числе и старших подростков, которые проживают в детских домах. Это фонд, который построил такую партнерскую сеть с ведущими некоммерческими организациями России. Да? Это фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Мы очень тесно сотрудничаем с органами власти. Это Министерство труда и социальной защиты населения Республики Саха-Якутия. И это, конечно же, фонд, который в 2016 году начал сотрудничать с бизнес-компанией, с нашим национальным банком, Алмаз-Аргенбанком. И впервые вот в 2016 году мы начали такую практику проводить тренинги для корпоративных волонтеров, проводить среди них анкетирование, а готовы ли они осуществлять вне рабочее время благотворительную, добровольческую деятельность. Мы вместе с Алмаз-Аргенбанком упаковали, так скажем, да, будет правильно сказать, всю их добровольческую благотворительную деятельность в 5 добрых социальных корпоративных проектов. И с этого уже наверняка стало проще всем, потому что действительно вся деятельность была, она уже фокусирована на 5 таких фокусных направлений. Да? Но любая уважающая себя организация, она развивается, и поэтому сейчас история настолько масштабирована, что от корпоративных добрых социальных проектов, которые до сих пор тоже продолжают свое существование и реализацию, да, то сейчас мы являемся также организатором грантового конкурса Алмаз-Аргенбанка. Да. Вторая наша организация – это фонд «Единый ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Якутии». Она стала таким грантмейкингом, да, то есть организатором грантового конкурса Алмаз-Аргенбанка. Мы считаем, что это про дружбу, про мечту и про эффективное партнерство. Наверное, так. Ведь вы являетесь единственным фондом в Якутии, в котором существует школа социального волонтера. Расскажите, пожалуйста, чему учат в вашей школе? Ну, школа социального волонтера, она у нас проводится давно, в 2013 году, когда мы еще начали отбор, подготовку, формирование таких наставнических пар. Да, я бы сказала, это выпускник детского дома находит себе наставника из взрослого, самостоятельного человека, который устойчиво стоит на своих ногах, имеет профессию, семью, имеет свои интересы, умеет защищать свои интересы. Чтобы он стал примером, и да? при этом финансово стабилен. Да, это были основные критерии, по которым мы, естественно, выбирали. Конечно же, мы осмотрели тогда психологические особенности человека, да, насколько он сейчас эмоционально, физически, духовно готов вот к такой деятельности, как одна из смыслов жизни, наверное, потому что наставничество — это не разовые встречи, а это как раз-таки такое долгосрочная дружба, общение. Ну да, потому что действительно, это же как нужно расположить к себе ребенка. Выпускником. И мы тогда понимали, что наставником не может быть человек, который пришел и прошел какую-то подготовку, тренинги и начал наставником. Нет, естественно, наставничество начинается с волонтерства. Поэтому для начала вот тоже Александр Гизалов, наш наставник, общественный деятель, сам выпускник Советского детского дома, он всегда говорил о том, что есть такое золотое правило, как сначала покрась забор детского дома с той стороны, со стороны улицы, а потом только начинай. Поэтому около 3 месяцев, даже полугода наши будущие потенциальные наставники оказывали волонтерскую добровольческую деятельность, а потом те, кто действительно проявлял такой искренний интерес, неравнодушие, мотивацию, они постепенно уже, так скажем, допускались, да, к наставничеству, они уже на таких мероприятиях, уже в мастер-классах знакомились с ребятами, уже назначались какие-то встречи, и вот так вот это вот все началось. Во время пандемии, когда действительно наша целевая группа и многие люди, которые находились так и так в трудной ситуации, из-за того, что действительно многие рестораны, магазины не работали, да. автобусы, да, допустим, перестали работать, действительно между небом и землей оказалась наша целевая группа. И здесь, конечно же, мы усилили
нашу школу социального волонтера, потому что они нужны были везде, начиная от автоволонтеров, начиная от сбора продуктовых наборов и так далее, и так далее. Доставки лекарственных препаратов. Поэтому мы усилили эту подготовку. И в прошлом году мы тоже проводили большую школу социального волонтера. Она продолжается. Но я не хочу сказать, что школа волонтера проводится только у нас, потому что мы знаем, что другие есть ведущие, хорошие некоммерческие организации Якутии, которые готовят специально под свою деятельность социальных волонтеров. Потому что социальные волонтеры, они делятся, да, потому что есть социальные волонтеры, которые пойдут в дом ребенка, заниматься с маленькими детишками. Мы знаем, что есть волонтеры, которые пойдут в дома престарелых и инвалидов, которым будут представлять абсолютно другую иную помощь. Да? А нам нужны, например, более такие узкие специалисты. Это, может быть, специалисты, те же сотрудники Алмаз-Регенбанка, которые могут передать чему-то научить, да? Финансовую грамотность. Вот, поэтому это на самом деле одно из таких правил, когда некоммерческая организация делает свою программу подготовки для своих подопечных и благополучателей. Ну да, потому что волонтеров финансового просвещения тоже обучают специально. Есть ассоциация развития финансовой грамотности, она тоже проводит обучение. И, то есть вот профильное такое обучение, это очень важно. Я знаю, что с фондом «Семья для ребенка» реализуются очень нужные населению проекты. Расскажите о них подробнее. Вот именно о проектах, которые вы реализуете для населения. Ну, проект — это действительно мощный инструмент. Я каждому жителю Якутии желаю вообще когда-то познакомиться с этой технологией социального проектирования, потому что она очень пригодна и нужна в жизни, а также она действительно в некоммерческих организациях, вообще в любых учреждениях государственных, муниципальных, она помогает решить те социальные проблемы, с которыми мы работаем. Но история вообще имела, в 2013 году мы начинали с маленьких мастер-классов, встреч с детьми, наставниками и так далее. То я могу отметить, что один из таких классных проектов, который было в нашей деятельности, это открытие при поддержке фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации. Да, это федеральный фонд и нашего Национального банка Алмаз-Регенбанка. Такой проект, как наставнический центр для выпускников детских домов. Это квартира-тренажер, просуществовала 1,5 года в спальном микрорайоне на 203-м. И в однокомнатной квартире действительно мы встречались с выпускниками детских домов, и это был мощный для нас вызов тем, что дети действительно, приходя туда, они каждый день ловили для себя инсайты. Оказывается, вот так выглядит подъезд жилого дома. Это почта, где будут приходить мне уведомления и письма от друзей. Это счетчики, мусорный бак, куда я, оказывается, выношу. Оказывается, это квитанции за оплату там, электроэнергии, водоснабжения и так далее. Оказывается, мои часы остановились, надо батарейки поменять, шторы снять и постирать, холодильник помыть, что не все волшебным образом в жизни бывает. Оказывается, я сам вот обустраиваю свой быт и свою жизнь. А помните, как они готовили? То есть они же покупали продукты и готовили? Да, с этим тоже была одна такая история. Эту историю мы каждый раз рассказываем. Это когда мы попросили одного выпускника детского дома пойти в супермаркет купить соль. Вместо соли он очень долго искал солонку, а потом только узнал о том, что соль продается в пачке, как и коробках. Это действительно был очень хороший, добрый социальный проект. И таких проектов достаточно много. И во время пандемии мы реализовали такой проект, как антикризисный центр «Компас жизни», где мы проводили разные профориентационные встречи, как трудоустроиться, как быть конкурентоспособным, как сохранить свое здоровье, а также оказали очень мощную гуманитарную помощь. Когда действительно было сложно, мы предоставляли им продуктовые наборы, санитарно-гигиенические предметы и так далее. И сейчас мы реализуем проект, это Центр развития благотворительности и добровольчества. Это такой республиканский проект, где мы помимо школы социального волонтера, корпоративного волонтера, мы также формируем такую партнерскую сеть устойчивых пунктов гуманитарной помощи. Это вот одно. А кто может вообще стать участником вот такой благотворительной акции, таких благотворительных проектов, которые реализуются у вас в фонде? Может ли простой человек, например, оказав
какую-то материальную поддержку участникам этих акций или непосредственно фонду, уже считаться волонтером? Конечно, потому что с этого и начинается, когда человек пробует себя. Вот иногда бывает такой миф, что я не могу быть благотворителем. А кто сказал, что благотворительность это про огромные суммы? Да, благотворительность это такая шаговая, небольшая сумма, 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей, да, 1000 рублей. Пошагово человек может, допустим, системно осуществлять помощь, эти суммы копятся, на эти средства мы приобретаем разные там предметы быта, бытовая химия, продукты, детская одежда, подгузники, молочная семья, перечислить можно все. Поэтому это и есть благотворительность, это умная благотворительность. И она как раз-таки обретает эту умную благотворительность только тогда, когда организация дает такую прозрачную отчетность, публичную отчетность, которую сами же доноры, жертвователи этих денег могут найти отчетность на сайте или в социальных сетях организации. Это вот про это. Расскажите об основных событиях, которые связаны с развитием корпоративного волонтерства. Раз уж мы уже затронули эту тему, я думаю, что телезрителям будет интересно, чем же корпоративное волонтерство отличается от простого, обыкновенного волонтерства. Ну, слово корпоративное волонтерство это говорит про бизнес-компании, про организации, корпорации, которые этим занимаются, да, благотворительностью либо добровольчеством, когда на принципе помощи на той территории, где находится организация. То есть бизнес-компания на территории присутствия, он может повлиять на жизнь местных жителей. Он может осуществлять различными способами, потому что мы уже вот проводили 2 больших форума корпоративно-социальной ответственности в 2022 и 2023 году, и мы приглашали своих партнеров, друзей из региона, федеральных экспертов из различных бизнес-компаний. Да, это Норникель, это Объединенная металлургическая компания, наши компании, как Алроса, Полиметалл тоже принимали участие, в том числе Алмаз-Аркинбанком мы совместно проводили эти форумы. Это говорит о том, что действительно компания может повлиять на улучшение качества жизни территорий, где она присутствует, путем различных программ, путем грантовых конкурсов, путем различных событийных мероприятий и так далее. И практика она интересна тем, что вот мы все имеем, например, прекрасную историю о том, что Алмаз-Аркинбанк на территории присутствия банка проводит грантовые конкурсы среди некоммерческих организаций, среди социальных предпринимателей в этом году, да, то есть в прошлом году, и среди своих корпоративных волонтеров, то есть сотрудников банка. Мы знаем историю Полиметалл, который тоже на территории своего присутствия в Тампонском, Верхоянском районе имел опыт проведения грантовых конкурсов. Таких историй очень много, и мы прекрасно знаем о том, что насколько много делается на средства акционерной компании «Алроса». Да. Вот. А как быть тем, кто хочет быть волонтером, но он не организован, не знает, куда идти? Вот он решил, что вот я хочу помогать. Например, раз в месяц человек хочет заниматься добрыми делами. Вот куда ему идти? Ну, прежде всего, сейчас практика такова, что есть платформа добро.ру. Мы всегда пытаемся ориентировать все-таки волонтеров туда, желающих стать добровольцами. То есть это нужно зайти на добро.ру, зарегистрироваться. Но это наверняка, скорее всего, не первый шаг. Но любой шаг, наверное, для того, чтобы стать волонтером, это, конечно же, ответить себе, ответить на свой же вопрос, для чего это мне надо, зачем я это делаю, смогу я и так далее. Да? Вот. Если человек действительно уверен и нашел такой положительный ответ на свой вопрос, то он уже ищет сферу своей деятельности. То есть он может пойти в благотворительный фонд «Харасхал», если его интересуют их ценности этой организации. Он может прийти к нам, в фонд «Семья для ребенка», если его интересует, допустим, наша история, да, помощь выпускникам детских домов, адресной гуманитарной помощи с улусами и так далее. Он может пойти в другую организацию в зависимости от интересов, ценностей и, прежде всего, от целевых групп, с кем работает эта организация. На самом деле мы все, и фонд «Харасхал», и мы, фонд «Семья для ребенка», и другие организации,
насколько мы можем, мы открыто публикуем, какие события у нас скоро состоятся. То есть следить за социальными сетями, Следить за информацией, и когда к нам уже звонят и пишут о том, что мы действительно отправляем информацию, что нам нужны волонтеры и так далее. И мы направляем их на добро.ру, где мы само же свое событие мы регистрируем на платформе. И после того, как волонтер действительно отработал, так скажем, часы, да, добровольчества, мы его отмечаем на добро.ру, и часы добровольчества ему автоматически копятся в его личном кабинете. Это тоже такой некий такой бонус, он бесплатный, но это бонус про то, что действительно, что человек действительно опытный. Да. И в следующий раз его другая организация может тоже пригласить через добро.ру, зная о том, что вот у него какой-то опыт, огромный объем часов волонтерства. Да, в госуслугах отображается как раз вот те часы, и книжка волонтера называется, если ты регистрируешься на добро.ру, и там действительно отображаются вот количество часов, и это такой своеобразный рейтинг уровня добровольчества, уровня волонтера. Вот. Вы тут рассказали очень много о гуманитарной помощи. Как это происходит? Это стихийные сборы или это у вас есть какая-то своя методика, которую вы уже опробировали, и она имеет успех? Расскажите об этом подробнее. Вот именно о сборе вещей. Прежде всего, я хочу всех жителям сказать о том, что сейчас правила таковы, ну, наверное, это не только сейчас, но это практику внедряют во всех регионах России, о том, что мы должны собирать новую одежду, новую обувь, да, а в Якутии это в связи с нашими природно-климатическими условиями это бывает очень часто потребность в зимней одежде, в зимней обуви, да, в детской одежде, там детская кроватка, да, ну детская кроватка еще может быть уже БУ, то есть она может быть использованной, но в такой рабочем состоянии. Вот, это низкопортящиеся продукты питания, это новые тоже бытовая химия и так далее. То есть все в таком новом состоянии. Все это и для того, чтобы действительно упорядочить. Прежде всего, в любой организации, то ли благотворительности, то ли добровольчества, везде должен быть четкий порядок. Это основа любой деятельности, не только некоммерческой организации, но, я думаю, любых благотворительно-добровольческих объединений. Он должен быть порядок для того, чтобы у людей появилась система, куда я иду, что я кладу, и это должны быть новые какие-то вещи, продукты и так далее. Поэтому мы приняли такой принцип деятельности, он у нас практически существует с момента создания нашего фонда. Это системность и порядок. И поэтому у нас сейчас есть пункты гуманитарной помощи, то есть это не наши пункты, да, это пункты, которые существуют при других некоммерческих организациях, учреждениях наших друзей и партнеров, но мы оснастили эти пункты гуманитарной помощи. То есть мы передали им специальные короба-контейнеры для сбора адресной гуманитарной помощи. Каким оно должно быть. Оно не должно быть таким пришли, поставили, ушли. То есть на какой-то полке, шкафу, непонятно. Должен быть четкий короб, где все прописано, и правила, и контактные номера, и что здесь собирается и так далее. Есть в этих специальных коробах специальные такие дверцы, куда мы кладем, и дверцы, откуда мы вынимаем. И время уже каждый пункт гуманитарной помощи сам определяет, в какое время по наполняемости, либо еженедельно, либо ежедневно мы уже формируем из них наборы и уже передаем нашим благополучателям. Такие короба-контейнеры у нас в городе есть среди наших друзей и партнеров некоммерческих организаций и учреждений, а также мы передали промышленным районам, это Мирнинский, Нерюнгринский и Алданский районы. И действительно, ведь благополучатели, они тоже, когда получают помощь, качественную помощь, да, ту именно, которая вот им нужна в трудной жизненной ситуации, и когда они ее получают вот в таком объеме и в лучшем качестве, то это намного отражается на их внутреннем состоянии. То есть человек вместо того, чтобы переживать, он наоборот получает надежду на лучшее будущее, правильно? И спасибо вам большое за такую организацию, именно такой работы, потому что это очень важно. И какие у вас будут пожелания нашим телезрителям? Потому что
Я уверена, что многие после просмотра нашей передачи захотят стать либо благотворителями, если кому-то нужна помощь, они захотят обратиться за этой помощью. И я приглашаю телезрителей, которые нуждаются в помощи, обязательно говорить об этом, не стесняться просить эту помощь, потому что вы имеете возможность ее получить. Расскажите, пожалуйста, Надежда Моисеевна, как и куда обращаться? Можно обратиться через наш сайт, да, отправить свой запрос. У нас есть телефон 701-082, наш рабочий телефон администратора, куда можно действительно позвонить. И у нашего фонда «Семья для ребенка» есть свой сайт, есть страница ВКонтакте и телеграм-канал. Наш легко найти и по, так скажем, теории 6 рукопожатий, да, написать письмо, прийти, познакомиться. Мы находимся в общественном центре Курашова, 24, на 7 этаже, фонд «Семья для ребенка». Нас легко найти. Если действительно вы имеете желание, имеете мотивацию, то добро пожаловать. А в улусах как вот? Как быть, если человек находится в каком-либо улусе? В улусах мы могут обратиться через учреждение социального обслуживания, потому что мы сотрудничаем с Минтрудом, мы знаем о том, что учреждения социального обслуживания ведут огромную такую тоже работу, ведут сопровождение и так далее. А что касается, если они хотят именно получить услугу в фонде «Семья для ребенка», то через учреждение социального обслуживания они легко тоже могут найти контакты и с нами запартнериться. Термин «умная благотворительность» можно сопоставить с рациональным подходом к собственным финансам. Уверена, что не все знают о том, что за участие в благотворительных акциях вы можете уменьшить налог на прибыль. Обратите ваше внимание к списку на экране. Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной физическим лицом в течение года на благотворительные цели в виде денежной помощи. А именно, весь перечень вы видите сейчас на экране. Сумма социального вычета на благотворительные цели не может превышать 25% полученного физическим лицом за год дохода. Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется в случаях, которые вы также наблюдаете сейчас на экране. Если вы руководитель организации и оказываете благотворительную помощь, вам тоже полагаются льготы. Вот что необходимо для того, чтобы воспользоваться налоговой льготой. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. С вами была Рита Якушева в передаче «Про деньги». До новых встреч в эфире.